В селе Кирчоме Республики Коми 6-й раз прошло районное соревнование – Кадамский марафон. 157 лыжников от мала до велика приняли участие. Самые сильные проехали дистанцию в 21 километр. Небольшой участок лыжни лежал через Коми-море. Озеро Кадам. Абсолютный чемпион соревнования получил главный приз – огромная замороженная щука. Ух ты, самолет летит, мотор работает. В селах республики мероприятия проводятся гораздо реже, чем в городе. Кадамский марафон – это один из примеров, как разнообразить жизнь сельчан и придать яркой огласки селу. Я надеюсь. Но это не точно. Точно, что Кадамский марафон – это способ проявить себя в лыжных гонках. Недаром ведь на празднике были гости из других сел Усть-Куломского района и даже Сыктывкара. Здравствуйте, я Денис Галкин из Усть-Кулома. Что тебя смотивировало? Дополнительный старт, нагрузка и все такое. Метачи унашны көся вешканы, но менің буквально төрт вежитес шуру машина, лошади лыжи, локти видли пройдите кыжети километра, зелощи трасса своего бура, поводя смеча. Это идет недавно марафон, а у нас же все время кирчомские участвовали. Очень хорошие спортсмены были, мастера спорта Самар Николай Степанович, Катаев Николай Витальевич. Очень многие, если перечислять, и были они все спортсменами. Я хочу добавить, мы с осени, вот Нина Александровна, она скромничает, мы с осени вот эту Кадамскую дорогу, это как асфальтируем. Вначале малым снегом, потом большим снегом. И вот мы перед вот этой Кадамским марафоном мы ходили и выравнивали дорогу. Мы с Ниной Александровной Кадамская дорожная компания. Да, мы вместе собрались, решили что-то такое грандиозное для села устроить. И вот первые гонки у нас были 6 лет назад. Все больше и больше народу приезжает. Вот уже даже в этом году логотип. Первый старт с гандикапом выдвоен 20 секунд, Кадамыч, 50 километра. Значит, Сыборн старт уже Ходыкосье 5 километра было, и Челядли 7 километра было. И Шилова Мечетюлясли, Ват Гагарис, Ты Гагарис, километров на 500 дистанции. На старт сначала выходят мужчина и женщина на 21 километр. Их сегодня у нас 21 человек. После небольшого открытия и приветственного слова все лыжники и зрители героически огромным строем двинулись к старту. Как и было сказано заранее, Кадамский марафон открывали смельчаки, которые ехали до самого Кадама 21 километр. Вы знаете, я был впервые на озере Кадам, но наслышан я о проживавшем там чудище-уроде. Это огромная щука с головой орла, съедавшая людей. Хорошо, что сейчас Кадам вполне приветливое место. Озеро Кадам происходит от коми словосочетания «кадмамты» – заболоченное озеро. По легенде, тут водятся только окуни да щуки. Последние достигают до огромных размеров. На озере Кадам круглый год работает туристическая база. У многих, кто побывал на Кадаме, остаются только положительные впечатления. Я сюда вообще пришла в первый раз, когда мне было 4 года. И я очень хорошо помню, вот там мы на бережку сидели, нет, это вот там было, мы сидели на бережку, вот так вот болтали ножками. Я помню вот это такое огромное озеро, мне казалось, что это море. А потом я когда подросла, мама что-то говорила, типа, ты на море не была. Я думаю, боже, как не была? Я же помню море. Оказывается, это просто был Кадам. Сичу, мен помозница, слокцин тоже котрал, мы на морально мурца поддержны, ясно волны Кадам вылаз. Место слощадь подяс. Шойчам. А вот и лыжники преодолевают озеро Кадам. Им остается совсем чуть-чуть. Самый сложный участок на трассе были спуски и подъемы возле рек. Удачно справились с испытанием. В конце награды нашли своих победителей. Но конкурс был не только среди лыжников,
но и кулинаров. Наградили лучших мастеров по рыбникам. Какое дело для спожачницы? Мячим самочка. Самоучка? Ты андовод, вы играете на... Да. Да. Ожидаете на... Да, мы ходим на башню первое место. Кой медичный? Вы тебе анкоч научно? Ага. Ты себя радуешь? Ну, приезжайте на Кадамский марафон, все очень круто, много еды, трасса хорошая, много детей падающих. Катить легко. Много участников соревнований. Будьте осторожны, а то вас могут подрезать. В чем смысл марафона, спросите вы? Отвечу. На мероприятии я сфотографировал одну девушку с ее знакомыми. Позже оказалось, что некоторых людей на фото она не видела более 15 лет. Получается, подобное мероприятие еще и повод для редких встреч. На этом я вам снова говорю до скорых встреч. Изучайте Коми Республику вместе со мной.